Существует два типа иммунитета – врожденный и приобретенный. Врожденным первым определяет посторонние организмы в теле человека и направляет приобретенный тип для устранения посторонних. Во время трансплантации почек дендритной клетки особый подвид лейкоцитов, который является частью врожденного иммунитета, доставляет данные из почек в лимфоузлы посредством кровообращения. В лимфоцитах клетки приобретенного иммунитета или Т-клетки постоянно циркулируют между кровью и лимфоузлами в состоянии боевой готовности, ожидая знаков нападения на организм. Среди Т-клеток есть небольшая подгруппа, известная как регуляторные Т-клетки, которые управляют реакцией иммунной системы на вторжение. Дендритные клетки, выходящие из пересаженной почки, поступают в лимфоузлы и смешиваются с Т-клетками. А как только дендритные клетки вступают с ними в контакт, некоторые из Т-клеток активируются. Защита организма спровоцирована. Активированные Т-клетки, которые называются эффекторными Т-клетками, начинают размножаться и направляться в почку и атакуют ее. Дендритные клетки предоставили им информацию о местоположении чужака. Т-клетки используют кровеносные сосуды, чтобы добраться до туда. Они нападают в почку и пытаются уничтожить ее так быстро, насколько это возможно. Иммунная система обладает большим преимуществом в силе перед чужеродными вторжениями. Если иммунитет не регулируется, эффекторные Т-клетки нападают на любой неизвестный организм, найденный ими в теле. Таким образом, если в тело попадет вирус, Т-клетки узнают о его присутствии от дендритных клеток. Разные Т-клетки из тех, кто напали на почку, также атакуют и истребляют клетки, зараженные вирусом. Нынешний протокол для контроля иммунной системы во время пересадки – это использование иммуносупрессивных лекарственных препаратов. Эти средства подавляют иммунитет, парализируя его, чтобы предотвратить нападение на трансплантант. В первую очередь, Т-клетки обнаруживают чужеродный орган и пытаются атаковать его. Однако, именно иммуносупрессивные препараты предотвращают удар до того, как может быть нанесен серьезный ущерб. Тем не менее, существует определенная проблема. Вся иммунная система парализована иммуносупрессивными средствами. Таким образом, если в организм попадет вирус, то иммунитет не сможет на него отреагировать, и человек заболеет. Чтобы предотвратить отторжение органа, пациенту необходимо принимать иммуносупрессивные лекарства для сохранения трансплантанта. С парализированным иммунитетом инфекция является постоянной угрозой для человека. Команда Королевского колледжа Лондона выявили метод использования иммунной системы, при этом поддерживая способность организма противостоять инфекционным заболеваниям. Перед пересадкой проводится сбор небольшого количества крови у реципиента органа. Из этого сборника клеток извлекаются Т-клетки, известные как регуляторные Т-клетки. Эти клетки отвечают за реакцию иммунитета, а также решают, когда и что следует атаковать эффекторным Т-клеткам. Эти клетки разделяют, отбирают для точности и размножают миллионами вне тела, в колбе, в стерильной среде. Эти регуляторные Т-клетки сосредотачивают и впрыскивают обратно в тело после нескольких недель или сразу же после операции по пересадке. Когда дендритные клетки из новой почки перейдут в лимфоузлы, Т-эффекторы, предназначенные для трансплантанта, будут подавлены введенными регуляторными Т-клетками для предотвращения нападения на почку. Однако другие Т-клетки, предназначенные для вирусов, сохранят свои способности для борьбы с инфекцией. Когда вирус попадет в тело, иммунитет будет предупрежден об опасности и уничтожит его. Такая техника позволяет пациенту принять трансплантат на всю оставшуюся жизнь без иммуносупрессивных препаратов и, соответственно, без связанных с ним недугов, таких как заражение.